Привет, друзья! Я вчера с бабушкой Шимада, соседкой, ездил за японскими сладостями. Блин, я этот телефон держал вертикально, поэтому у меня на ютубе немножко формат не тот получился, я извиняюсь. Сегодня с утра опять позвонил тоже сосед, друг, парикмахер Ямада-сан. Помоги, говорит, там у него 100-литровый аквариум. С одного угла перенести на второй угол. Это надо полностью воду вычерпать, рыбок переместить в другую корзину, потом выгребсти весь этот песок, кораллы, моралы. Потом это все аквариум переставить, потом все это вернуть на место. Если получится, я сниму айфоном, если не получится, то у меня эта маленькая камера из Canon, я этим сниму. У нас сегодня дождя нету. Температура 10 градусов, по-моему. Сейчас у нас же термометры везде стоят, очень комфортно. И сейчас по новостям передают, что японский космонавт, обычный бизнесмен Миязава, вернется сегодня в Казахстан на Байконур. Спустится с этого. Сейчас показали, что он уже садится в спусочную капсулу. Но он молодец, он за 50 миллиардов йен он за себя заплатил и взял с собой этого менеджера, оператора, который постоянно его снимает 24 часа в сутки, тоже за 50 миллиардов йен. В общей сложности это получается 100 миллиардов йен. По японским. А там переведете в доллары или в сомы, получится космический туризм на 10 дней, по-моему, или на неделю. По-моему, 12 дней. Ладно, ребята, я прерываюсь, я потом продолжу. Так, у нас сегодня 10 градусов днем, ночью 3 градуса. Ладно, едем дальше. Я кушал свой лагман, успел 2-3 глотка чая сделать, и, как я и говорил, мой друг Ямада позвонил. А вот парк, ребята, убрали, видите, чисто. Все скосили, прям марафет навели. Кто следит за моими видео, они все знают, что я выкладывал этот парк и говорил, что работники мэрии всегда убирают. Вот кладбище, если рядом дом с кладбищем, она на 10-15 тысяч долларов дешевле будет. Но я постараюсь этой камерой снять сейчас нашу помощь, мою помощь. Так, сегодня какое число? Я уже запутался, или 20 или 19, что-то такое. Так. Односторонняя улица с 9 до 7 вечера. С 7 утра до 9 вечера здесь односторонняя. Вот парикмахерская по этому крутящему колокольчик, крутящийся этот. Вот по этому знаку можно узнать. Вот он на первом этаже сейчас. Так, сейчас я маску одену. Хотя у нас короны нет, но все равно взаимоуважение. Так, что, ребят, идем. Охайо. О, сугой ва.もう魚こっち。大丈夫でしょ。じゃあどうする？
Суета.僕最初持つから後で割ってもうちょいそう OK もうちょっと前出そう山田さんに持つようにOK じゃあそしたら引っ張ったらいいOK よっしゃゆっくりお下ろすどうするそのままこれ曲がるよせーのよいしょよいしょあよく重いわこれカーボンじゃなくてカーボンでしょこれ黒いやつここ隠そう大丈夫ここ隠したからしてるやつねでそのまま今はもう後で俺が洗って入れるから大丈夫これだけでこれだけでサバンとでこれ落ちたでこれどうするそれもそのままアクリル板いらんけどこれを外す外さない外さないそのまま何やら問題ありがとう。これいいなどうしようかな。これじゃあこうするそうな。こうペンコンセントこっちをこっちをオフにしよう。あ逆に逆に。どうしよういう感じ。何が変わるのこっちが赤くなってるし。変わるでもさ、洗ったらいいの洗いやすい。あとは重いじゃんもうなくなりました。こうして傷だらけに入れてる。水入れたらきれいになる。あ空っぽになるからアクリルやからな。小さいコケがいっぱいいってるけど。あ、わかりましただけど洗ったらきれいになる。まあ助かったです。落ちたからなзеркало упалоあ、это чисто OK? サンキュー。また電話ありがとう。はい朝ごめんねいいえいいえ。朝だから9時ну все ребята у него этот велосипед электрический он за $1700 купил на батарейках катает внуков возит недавно я ему этот повесил как его иллюминации повесил он говорит намотай я ему намотал короче мы с ним дружим с 95-го года как я приехал в Японию я-то не думал что волосы здесь
2-3 раза быстрее растут, чем в Кыргызстане, потому что влажность, климат в первую очередь, и потом это еда, там водоросли, рыба, омега-сан, короче. Иногда, когда мне надо срезать, вот у нас вот такие дорожки есть. Ну, блин, мужик стал. Между домами можно вот так проехать. Ну ладно, чё с тобой. Стал, блин, озирается. И здесь вот крутой мужик живет. 4 восьмерки, да? Вот, видите, 4 восьмерки. Если хотите получить такой номер, надо лотерею. Разыграют они в автосалоне, когда любимый номер или там, ну вот такие 4 восьмерки или вот какие-то цифры, короче, если понравится вам, то надо лотерею. Это неделю-две, например, вы машину купили в автосалоне, она без номеров, и ждете. А еще хочу вам показать. Короче, дом строят. В Японии по закону они должны сперва, вот фундамент, это будет фундамент железный, они будут заливать, каркас уже готовый, но под фундаментом на земле должен быть еще один цементированный, ну полностью зацементированный, потому что при землетрясении она должна плавать, короче. Вакару, понимаете, да? Что дом полностью, кроме этого, на фундаменте еще будет прослойка мягкая, резина пластиковая, она тоже будет. И фундамент тоже будет ходить. Тут вот типа такого дома будет. Первый этаж, смотрите. Кухня, это, видите, зал, телевизор, кухня и современный. Это я бы лучше не советовал такой дом покупать, потому что зимой обогревать представляете, 2 кондиционера, он еще и поставит керосиновую печку или газовую печку. Зимой он у него на $200-300 только свет в месяц будет крутить. Скоро начнут строительство. Тут сроки, компания, я про дом. Вот. Это старые дома, уже 60-70 лет, поэтому многие перестраивают. Земля-то их частная, а дом перестроить легче. А вот еще участок, видите? Ну, где-то вот этот участок будет $210 тысяч будет. Земля только участок. Поэтому я иногда показываю, какие здесь цены. Это школьники, 6-классники, они со школы идут. У них обязательно должен быть рюкзак желтого цвета и шапочка желтого цвета. Предупреждающие знаки, да? Вы же знаете, знаки все желтые. Ну, этот район я постоянно показываю. Но это моя дорога, поэтому я вам показываю. Я постоянно здесь езжу. А вот уже младшие классы вернулись и сразу сюда в парк. Вот они на качелях. Уже качаются. Скоро хозяин этой зеленой чайной плантации придет, это все обрежет. И где-то в феврале он обрежет. А в апреле уже начнет цвести новый чай зеленый. Новые лепестки они будут собирать. Вот это с черными сетками все закрывается, чтобы инфракрасные лучи, чтобы чай не очень горьким получился. Некоторых у нас в городе Уджи они полностью закрывают. А я был в Фудзисан, ну где мистер Фудзи, гора. Это Шизуока. Там они полностью оставляют, не закрывают, и у них вкус и цвет чая другой идет. Понимаете? Собака говорит, давай езжай.
Ладно, ребята, все, пока я закругляюсь. Сейчас смонтирую.